От них только жалобы и все прочее. Удивительно. Родители же по доброй воле сюда приехали, ученых и так далее, с ними возятся и все. Университет проводит презентацию книги Поливанов «Неоконченная лингвистическая симфония», авторы которой являются Леонид Иванович Самороков и Ольга Леонидовна Саморокова. Мне хочется сказать, коллеги, получилась очень замечательная книга, очень интересная книга. Эта книга достойна очень большого внимания. Кыргызско-Российский славянский университет приветствует вас всех, наших друзей нашего университета. Выражаем вам признательность за то, что сегодня вы нашли время и вышли в эфир. В общем-то, цель нашей сегодняшней презентации заключается, во-первых, презентовать книгу, а во-вторых, почтить память великого русского и советского лингвиста Евгения Дмитриевича Поливанова. Книг «Евразийцы». Пожалуйста. А у нас сегодня вызвало это интерес, присутствует декан медицины в тему русского языка. Мы переходим к обсуждению Самороковой Ольги Леонидовне, доктору исторических наук, заместителю директора. Документально-биографическую монографию Евгения Дмитриевича Поливанова. Это Чингиз Айтматов «Человек Вселенной», евразийские хроники Николая Михайловича Пржевальского. Самая последняя работа, самая сложная, потому как из тех четырех, потому как объяснились ее структурные какие-то контуры, мы столкнулись с главным. Много работ Поливанова в Кыргызстане, у нас сомнения, факты, нам могли остаются, к сожалению, такой хорошо укрепленной крепостью не удастся. Но не все архивы, говорим нам 10 архивами города Санкт-Петербурга, Москвы, церкви города Смоленска. Личное дело студента Поливанова, хранятся все сохранившиеся книжку для нерусских школ МА, азбуку, на которой Поливанов трудился в начале 20-х годов.